На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как прохожий, возможно, школьник, отбивается от собаки с помощью сумки. Затем к бродячему животному присоединяются еще несколько псов. Отбиться от агрессивных животных удается только с помощью других прохожих. Как только об инциденте стало известно, на место вновь выехала спецбригада по отлову безнадзорных животных. По словам жильцов близлежащего дома по улице Красильникова, собаки давно нашли убежище под их домом и постоянно терроризируют. Кажется, они еще и размножаются по домам. Очень боимся. Особенно, когда выходим выбрасывать мусор. Там постоянно ошивается свора собак, разбрасывает мусор по всей округе. Все их боятся. Они представляют большую угрозу, могут накинуться на детей и беспомощных стариков. Голодные псы, сравнимы с волками. Работники пункта передержки выходят на смену вот с таким приспособлением. Веревочная петля – это один из самых гуманных средств для отлова. Но попасть под дом и применить ее на деле не удается. Вот, дверь у них заперта на замок. Собака вот там лежит. Мы не можем зайти и поймать их. Через такую маленькую дырку мы не сможем залезть. К этому времени из-под дома уже соседнего здания выходят две собаки. Так как бродячие животные никого к себе не подпускают, работник начинает их подкармливать. И вот тут в ход идет второе средство для отлова – дротики. Как показала практика, и этот способ не всегда действенный. А вот использование бригадами ружей, стреляющих снотворными, вызывает шквал критики у населения. Одни считают, что это негуманно, другие и вовсе думают, что животных расстреливают. Поэтому в пункте передержки воздерживается от использования ружей. Здесь постоянно ошивается свора из 10-20 собак и представляет угрозу как для детей, так и для пожилых. Это очень опасно. Вы же видели, что произошло возле Агату. Возле конюшни вообще невозможно пройти. Собаки специально там людей поджидают и кусают. Вот с нашего дома, говорят, укусило 2 человек. Очень сложная ситуация. Надеюсь, сейчас их отлавливают. Очень опасная для жизни человека, особенно для детей. За полдня бригаде все-таки удалось поймать одну собаку в районе Агату. Ее отправят в пункт передержки, вакцинируют, стерилизуют, чипируют и вернут на место отлова. А вот агрессивных собак, которые покусали людей, ждет пожизненное содержание в пункте передержки. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск.